И сейчас у нас на прямой связи из Ухтинской мэрии находится Евгений Стокас. Евгений, здравствуйте. Что известно к этому часу? Ксения, да, здравствуйте. Вот уже второй раз за сегодня мы с вами в прямом эфире встречаемся. Да, только что буквально закончилось совещание, и все те темы, о которых вы говорили, они были озвучены. Вот тот пессимистичный сценарий, который вы описали примерно, спикеры сегодня основные, они пообещали, что его не допустят ни на каком уровне. Впрочем, это только начало работы. Следующее подобное совещание будет еще в марте. Ну, давайте послушаем председателя и сегодняшнего совещания и председателя комиссии Госдумы России по энергетике, его комментарий Павла Завального. Сам факт нашего приезда в таком составе, скажем так, говорит о том, что мы приехали специально, чтобы еще раз посмотреть, изучить этот вопрос и вместе с коллегами решить его. Решить, понятно, с целью поддержания и развития. То есть, чтобы те инвестиции, которые были сделаны, те инвестиции, которые планировались, они состоялись, чтобы уровень добычи, проектный уровень добычи, то, что планируется выйти на полку по Ярге, допустим, на 3 миллиона тонн, вот, чтобы это свершилось, чтобы были сохранены рабочие места, социальные проекты. В этом задача. Для этого, да, требуется в данном случае налоговая система. Новая система, она постоянно в эволюции. Мы переходим на новый режим налогообложения в целом по нефтегазовой отрасли. Пока в режиме эксперимента, этот эксперимент расширяется. И вот надо сделать такую донастройку, чтобы не было революционных каких-то вещей, а именно методом эволюции, чтобы был такой новый режим, который позволяет компаниям развиваться, чтобы платились налоги, и при этом и бюджет не теряли, как федеральный, так и региональный, чтобы налоговая нагрузка была посильна, при условии, конечно, эффективной работы. А сегодня наша компания умеет это делать. Разумеется, больше подробностей этой истории, больше деталей и важной информации, которая повлияет в том числе на будущее Усинской, Яриги, Ухтинского района, мы расскажем завтра в программе «Время новостей». Не пропустите, это очень важно. Ксения, вам слово. Евгений, спасибо. Я напоминаю, что с нами на прямой связи был Евгений Стокас. В эти минуты в Ухте обсуждают возможность возврата налоговых льгот на добычу ярикской нефти. Ну а теперь к другим темам.